Добрый день, дорогие друзья, с вами Аил Джилурга. Хочу начать с такой удивительной новости. Недавно прошли исследования средних зарплат по стране, и мы победили. Мы сейчас самые богатые граждане Российской Федерации. Средняя зарплата в Республике Саха составляет 69 940 рублей. Но 70 тысяч без 60 рублей. 70 тысяч. Это так или нет? Вот, те, кто вот сейчас меня смотрят, ответьте мне, пожалуйста. Вот, каждый из вас практически получает 70 тысяч зарплату. Это еще средняя зарплата. А некоторые и выше, потому что это средняя. Ну, это удивительно в том плане, что действительно зарплата у нас, вот, на мой взгляд, 25-30 тысяч в среднем. И мне просто неудобно даже узнавать такие новости о своих земляках. Получается, что мы очень хорошо живем, и Государственная Дума, правительство, которое практически сплошняком состоит из ставленников партии «Единая Россия», они руководствуются вот этими цифрами 70 тысяч. И они все расчеты и все решения принимают с точки зрения того, что мы здесь очень даже неплохо живем. И не собираются они нам оказывать помощь, не собираются нас поддерживать. Но это значит, вообще говорит о том, что вот наша партия «Единая Россия», она создала такую ситуацию, в которой правительство и Государственная Дума, и наши государственные органы, муниципальные органы и представительские органы, даже наши законодательные, они все находятся очень далеко от реальности. Вот, например, по представлению Генеральной прокуратуры, недавно тоже одна новость, да, у государственного, нашего деятеля, у депутата Государственной Думы Сергея Собчука, по представлению прокуратуры собираются арестовать активы на 38 миллиардов. Ну вот такие вот у нас представители партии «Единая Россия». Вообще считается, что партия «Единая Россия» она самая богатая партия. Ну, неудивительно, если там такие вот члены партии, да? И это мы видим и в городе Якутске. Вы, наверное, заметили, вот стоит выйти на улицу, как куча плакатов, с кандидатом от партии «Единая Россия» Евгением Григорьевым. Все билборды практически забиты им. Включаешь телевизор, везде встречи его там, с руководством республики, с людьми. Одни встречи только. Самый активный кандидат – это он. То есть создается такая техническая, финансово-материальная такая вот база оболванивания людей. Слава богу, сейчас есть интернет, и многие уже понимают, что партия власти использует все свои финансовые, административные возможности для того, чтобы проталкивать своих удобных им кандидатов. Например, мы обращались в наш Северо-Восточный федеральный университет с просьбой разрешить нам встретиться с коллективом или со студентами. Просили академию, сельхозакадемию нашу, обращались во многие другие крупные предприятия. Везде отказывали, даже вот вроде как в хлебокомбинате была уже назначена вроде бы встреча, потом в этот момент происходит встреча почему-то именно со ставленником партии «Единая Россия». Вот этот административный ресурс, попытка встать между кандидатом и населением, не дать информацию, это, мне кажется, очень даже, можно сказать, преступно. Но эта система, она и не поменяется просто так. У нас так получилось, что вся страна заточена под единственную у нас самую такую распрекрасную партию власти, «Единую Россию». Но это же нужно менять. Мы не можем одновременно сейчас поменять, вот сегодня поменять всех депутатов Госдумы. Мы не можем поменять всех депутатов Илтумена, нашего государственного собрания, законодательного собрания. Но зато мы можем сегодня поменять главу
главу нашего города. Ему поставить независимого, честного, принципиального, открытого и болеющего за интересы народа, человека. Конечно, партия «Единая Россия» часто делает так, что она ставит хороших ребят. В принципе, Григорьева я лично знаю, по работе мы с ним очень много работали вместе. И никаких претензий к нему лично нет. Но то, что его продвигает партия «Единая Россия», для меня уже сразу ставит передо мной вопросы. Так, если он ставленник партии «Единая Россия», будет ли у него возможность, свобода принимать собственные решения или игнорировать спускаемые от партии каких-то решений? Конечно же нет. Он уже просто обязан. И зная, какая там железная дисциплина вот в партии «Единая Россия», да, при принятии решения, при их голосовании даже, казалось бы, в таком свободном органе, как в представительском органе, как Ил-Тумен, там прямо партия принимает решение, все должны голосовать, не говоря уже про Госдуму в этом плане. Вот. Что касается, например, кандидата от коммунистов Сава, мы тоже с ним коллеги, к нему у меня вопросов также нет, но сможет ли Сава принимать такие же независимые решения, как, например, Виталий Обидин? Виталий Обидин последние там, несколько десятилетий, может быть, лет 20, он только и делает, что он выискивает значит, людей, которые пострадали от несправедливости. Их об этом публикует, пишет, помогает им реально. Он находит какие-то случаи, значит, глупости каких-то чиновников или воровства откровенного. Он борется с этими червоточинами на теле нашей страны. Вот в нашем городе он уже многие годы этим занимается. И вряд ли он, получив власть, резко поменяется. Что он перестанет слышать то, что он постоянно слышал. Он уже все, у него автоматический характер так настроен, что он будет стараться улучшать жизнь. У него есть очень здоровые амбиции. Он хочет быть самым лучшим главой. Вот. И мне кажется, он сделает все для того, чтобы мы так и подумали. А это значит, что от этого выиграет город. Город станет лучше, город станет свободнее. И те лифты социальные, которые он предлагает, что он на руководящие посты будет не тех, кто, например, не меня там предложит, например, а он предложит тех, кто в этой отрасли давно уже работает. И это правильно. Если он назначит руководителем департамента, руководителем отдела человека, который давно уже этим занимается, который профессионал в этом деле, это очень правильно. Или же, вот, например, вопрос по школам. Он предлагает сделать мониторинг. Вот у нас же сейчас приходит родитель, чтобы обучить своего ребенка на языке саха. Часто ему в этом отказывают. Объясняют тем, что вот у нас только русские классы. Может вам поискать другой, там, национальную гимназию или там АИКГТ. И родители разворачиваются и уходят. Хотя на самом деле таких родителей вот к этой школе подходит минимум 20 человек. То есть достаточно для того, чтобы класс открыть. И Виталий Валерьевич предложил сделать мониторинг, опрос. Все родители будут писать соответствующие заявления. Они будут аккумулироваться в управлении образования, а потом уже в школу направляться. Для того, чтобы уже директора открывали классы с изучением значит, предметов на родном языке саха. Так, ну, мы же это проговаривали, я объяснял. Я вот школ новых внезапно из кармана не достану. Надо еще вообще смотреть, в какой ГЧП нас втянет текущая администрация. Там уже у них есть проект на строительство новых 12 объектов на 15 тысяч мест. Но, при этом они всю информацию о государственно-частных партнерах скрывают. Вообще не знаю, куда они затянут. Но ситуацию можно улучшить вот прямо сейчас, вернее, непосредственно сейчас, с набором в якутские классы.
Ну, когда интервью вот давал для YouTube-канала, я говорил о том, что есть проблема по сбору информации и определению потребностей в этих классах. Потому что родитель приходит, говорит, что я хочу обучаться на якутском классе, ему говорят, что у вас таких заявителей не набралось, столько детей нет, чтобы отдельный класс формировать, поэтому ждите. А как ждать, вообще непонятно, потому что непонятно, кто собирает эти заявки, как они собираются, и собираются ли вообще. Поэтому, ну, думаю, нам надо сделать что-то, может быть, на сайте вот этом образовательном, может быть, вообще отдельный реестр вести вот по таким заявкам в школах. И там, где набирается определенное количество родителей, больше 25, например, или там больше 30, чтобы сформировать класс, вот там директор должен принять меры для того, чтобы класс с образованием на якутском языке появился. Особенно если позволяет педагогический состав. Ну вот как-то так. И если у нас получится, если эта система заработает и немножко позволит нам эту проблему хотя бы немножко снять, то можно попробовать внедрить ее уже на уровне ДОУ, то есть дошкольных образовательных учреждений, у которых есть лицензия. Ну вот вижу так пока. Пока у нас нет новых школ, новых зданий, пока мы не зашли в федеральные проекты и не привлекли дополнительное финансирование, будем начинать с классов. Если найдутся деньги, если найдутся средства, дойдем до школ. Более того, он пошел дальше. Он говорит, что такую же практику он сделает и по детским садам. Представляете, вот в детский сад приходят родители, пишут опять через управление образования заявление, и формируются группы на обучающие, воспитываемые, где воспитание происходит на родном языке саха. Мне кажется, это вот одно даже вот это решение Виталия Валерьевича умножит количество групп саха и классов обучения на языке саха. Теперь вот этот национальный вопрос в последнее время стали очень сильно. Вот люди просто уже даже в Фейсбуке открыто пишут: ребята, что вы делаете? Почему поднимаете национальный вопрос? Неужели вы так сильно хотите продвинуть, значит, человека от партии власти, что вы готовы, значит, оклеветать Виталия Обедина? Или начинать говорить, что вот поднимать, давайте голосовать по национальному признаку. Это же неправильно. И в этом плане все-таки Виталий Обедин вот эти свои решения, кстати, он сейчас нам нужно доносить до людей его точку зрения, вот по, например, по языку саха в образовательных и дошкольных учреждениях, чтобы убрать вот этот шлейф, который пытается создать некоторые агитаторы. Даже мне прямо самому лично пишут: почему ты за Виталия Обедина, почему ты не за Григорьева саха? Ну, я считаю, что наши дети должны обучаться на языке саха, и в этом Виталий Валерьевич Обедин нам поможет. Вот еще, значит, одна новость. В Пензенской области бывшему председателю УИК предъявили обвинение. Его подозревают в фальсификации результатов голосования в пользу, значит, руководителя Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Пензенской области Белозерцева, Ивана Белозерцева. Как вы считаете, вот эта готовность партии «Единая Россия» фальсифицировать результаты голосования должна нас успокаивать, что вот у нас в республике этого нет? Мы же помним, как прошлым летом по голосованию, связанное с Конституцией, с принятием Конституции, у нас за ночь прибавлялись ровно 1000 голосов на некоторых УИКах, где-то ровно 900, где-то ровно 300. Это несмотря на то, что на руках у людей были протокола. Почему это еще до суда не дошло? Потому что летнее голосование прошло не по федеральному закону о выборах. И в этом плане, значит, в этот раз все будет жестче, наблюдатели будут работать очень мотивированные, вплоть до того, что там будет премия выдаваться тем, кто поймает за руку нечистоплотных членов УИКов. То есть члены комиссии не должны сидеть с ручкой, они вообще ничего не пишут, они только должны давать ручку для того, кто приходит и распишется.
А если они взяли в ручку, значит, они хотят заполнить или там заполнять, например, за другого человека, который обычно не ходит, а потом за него вбрасываются бюллетени. Вот надо быть очень внимательным, чтобы члены УИК не злоупотребляли, там, ничего там не писали, не подписывали. Ну а про то, что прийти нужно 28 марта, но это все-таки вот тоже полный. В интернете посмотрите все видео, да, как партия «Единая Россия» добывает себе победу. Поэтому 26-27 марта, наверное, лучше не приходить, а прийти так вот в течение дня равномерно, именно 28-го воскресенья, чтобы выполнить свой долг и сделать наш город лучше, справедливее, свободнее, и чтобы город развивался, и дети наши были более счастливы. Хотя я сам зам главы управы автодорожного округа, то есть я нахожусь в системе окружной администрации, и мой непосредственный руководитель, исполняющий обязанности главы городского округа города Якутск, Евгений Николаевич Григорьев, баллотируется на должность главы. И многие мои коллеги в рабочее время работают. И, возможно, мне достаточно было бы просто поучаствовать в этом, и меня бы ждал, наверное, какой-то карьерный рост. Но я понимаю, что это за партия. Я понимаю, что какого бы они хорошего парня ни поставили, та партия, она очень жесткая, у них очень жесткая дисциплина, и решение принимается далеко не тем, кого народ выбирает. Именно поэтому я взял отпуск и сейчас работаю, скажем так, в другом штабе, нежели многие мои коллеги. И Сава Михайлов, тоже мой коллега, тоже мне симпатичен. И Григорьев Евгений Николаевич, мы с ним по работе очень много сталкивались, как человеческие теплые отношения у нас, во всяком случае, до недавнего времени были. Вот. Но тем не менее, я понимаю, что здесь надо смотреть все-таки на человека, на его деятельность в предыдущие годы. Не один даже год, а вот несколько, может даже десятилетия. И вот в этом плане Виталий Обедин и Владимир Федоров показали свою принципиальность, свою твердость, умение отстаивать именно интересы простого народа. Виталий Обедин вообще был, скажем так, заточен на том, чтобы на страницах своей газеты, где он работал, «Якутск вечерний», он защищал интересы простых людей. Он где-то клеймил чиновников, которые воровали, которые принимали глупые решения. Исключением не было и принятые законы от партии «Единая Россия» и наша борьба за нашу экологию. Вот. Для меня очень важно, чтобы вот, город, в котором я живу, в котором живут мои дети, процветал, чтобы он развивался, чтобы это была действительно благоприятная окружающая среда, чтобы деньги, которые каждый из нас платит в виде налогов, чтобы эти деньги уходили не коррупционерам, не друзьям коррупционеров, чтобы они уходили именно на развитие города. Именно поэтому я сейчас работаю в штабе Обедина Виталия Валерьевича. Вот. Что касается вот, рейтинга, так называемого, да, то получается тройка у нас состоит из Виталия Обедина, Евгения Григорьева и Савы Михайлова. Но вот мне хочется сказать Саве, что в конце, вот, когда вот подведут итоги этих голосований, я прошу тебя не огорчаться, что какой бы там процент ни был, да, я надеюсь, что он будет высокий, но вот, не огорчайся, это не объективная информация. Многие люди симпатизируют тебе, я тоже симпатизирую тебе, но понимаю, чтобы выиграть партию «Единая Россия»,
Мы должны сейчас все объединиться вокруг Виталия Обедина. Поэтому тот процент, который ты получишь в конце, это будет не совсем тот рейтинг твой в городе. Можешь смело прибавлять, там, не знаю, процентов 10. Это те люди, которые вот ради того, чтобы сделать город свободным и от коррупции, и от, значит, от такой вот от засилия партии монополиста Единой России, да, они вот проголосуют за Виталия Обедина только для того, чтобы вот сделать город лучше. Я очень надеюсь, что в команде Виталия Обедина ты займешь самое достойное место. Хочется все-таки под конец сказать несколько слов про нашу экологию. Да? Вот, все мы слышали запах гари вот, в связи с возгоранием на полигоне, на нашей городской свалке. Но Роспотребнадзор почему-то до сих пор не выявил ничего вредного в этих возгораниях, в этом дыме. Хотя мы понимаем, что там горит пластик, там горит очень много вредных веществ. И этот шум не поднимается, потому что исполняющий обязанности окружной администрации является кандидатом от партии власти. И я боюсь, что такая практика замалчивания, и когда нам говорят, что этот дым был абсолютно безвреден, мы-то понимаем, что туда свозится и какой вред она наносит нашему здоровью. Но при этом власть под давлением, значит, партии «Единая Россия», которая у нас оккупировала все такие ключевые должности, они просто не доводят всю информацию. Сразу поменять все, на все государственные должности, муниципальные должности, поставить независимых, свободных людей, как Виталий Обедин, сразу не получится. Но давайте начнем с города Якутска. Проголосуем за Виталия Обедина, и мы будем получать объективную информацию, мы будем получать эффективную помощь, реальную поддержку. Поэтому я призываю всех горожан прийти 28 марта и отдать свой голос Виталию Обедину. Все у нас вместе получится. Всего доброго.